В то утро капитан Ахмед Мужухоев проводил построение. Личный состав получал ориентировку на машину, которую боевики готовят для теракта. Именно в этот момент протаранили ворота. Первые пару секунд никто даже не понял, что происходит. Но ни один из сотрудников не растерялся, рассказывает капитан. Многие сотрудники мгновенно оценили ситуацию, потому что когда террорист-смертник уже был во дворе, то есть заехал во двор, по нему уже была открыта стрельба. Не одним сотрудником, как я это много раз говорил, не двумя сотрудниками, а десятками сотрудников уже, оценив данную ситуацию, уже была открыта автоматическая стрельба. Сразу отреагировали, и вот эти секунды, которые сыграли очень важную роль, дали возможность укрыться, занять более выгодные позиции для многих других сотрудников. С того дня минуло ровно 8 лет. Сегодня, теперь уже в новом ОВД, весь личный состав также построен на плацу. Боевых заданий на сегодня не будет. Сотрудники отдают дань памяти коллегам, погибшим при исполнении служебного долга. Здесь и представители Общественного совета МВД, Совета ветеранов и вдовы погибших сотрудников. Товарищ полковник, личный состав отдела МВД России по Назранскому району по случаю траурных мероприятий построен. Традиционно в этот день гибели сотрудников мы чтим память, мы их никогда не забудем. Светлая память сотрудникам, которые погибли при совершении террористического акта. Отдавая дань высокого уважения к их памяти и тем поступкам, которые они совершили, от Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, я заверяю всех собравшихся, что подвиг их не забыт, а имена бессмертны, живут и будут жить в нашей памяти. Это страшное преступление. Тот, кто там находился в этот день, видел, что там произошло. Врагу нельзя пожелать такого. Хочу выразить слова сочувствия и соболезнования всем погибших, близким, их друзьям. Самое большее, что мы можем сделать для них сейчас, помнить о них, сохранить память о них. Пока мы о них помним, они живут для нас, для всех. Дал я что-то, рад этому был. Dal dünya çok emniyeten şu daha az bir keştiyatı jüret ahlakı boz jüret daç boz değerli ölçüler aleyhissalatü vesselam segvin yani da yani şöyle segvin şöyle foka hoda yani hatun çitiha segvin yani çadoş yani sualitiyeti segvin şu yedi ezuk kanvaliyaha segvin şu luka az bol segvin yani çünkü kanahtar. По погибшим сотрудникам собравшиеся прочитали дуа. Внимание семьям погибших сотрудников в районном ОВД стараются оказывать регулярно. Помощь в виде продуктовых наборов несколько десятков семей получают и сегодня. В результате трагедии погибло 25 человек, 136, включая и мирных жителей, получили ранения. Здание ОВД практически полностью было разрушено. От мощного взрыва пострадал и близлежащий многоэтажный дом. Стереть боль потери родных людей не сможет ни время, ни перемены, но все же утешает одно. Преступление не осталось безнаказанным. 2 марта 2010-го, спустя 7 месяцев после взрыва, в ходе спецоперации Выкажева были уничтожены 6 членов НВФ, в числе которых лидер бандподполья Александр Тихомиров, в узких кругах более известный как Саид Бурятский. По информации правоохранительных органов, Бурятский также был причастен к покушению на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова и подрыву Невского экспресса. Юсуп Гелисханов, Адам Кадзоев, Новости 24.